Я рада вас видеть в стенах нашего КУМИ Республиканского института развития образования. Мы сегодня с вами подводим итоги работы Республиканского методического объединения предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики». В плане сегодняшнего нашего заседания рассматриваются такие вопросы. Во-первых, обсуждение итогов деятельности Республиканского методического объединения за 2021 год. Во-вторых, мы коснемся вопроса об итогах Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания, работы с детьми и молодежью за нравственный подвиг учителя в 2021 году. Также в рамках этого конкурса у нас будет и уже была одна презентация работ победителей. Сегодня со своей работой выступит Осипова Надежда Егоровна. И четвертый вопрос – это вопрос, связанный с тематикой года. В этом году Русская Православная Церковь предлагает рассмотреть личность, наследие личности императора Петра I. И такой опыт, такой задел у нас уже был в двух мероприятиях, которые как бы завершали наш этот учебный год. Это был конкурс «Красота Божьего мира», посвященный личности императора I. И региональный этап международных рождественских чтений был посвящен 350-летию со дня рождения Петра I под такой темой «Секулярный мир и религиозность». Таким образом, вот эти вопросы, да, и еще вопрос, связанный с тем, что мы с вами, дорогие друзья, уже в преддверии праздника нашего Рождества Христова, и поэтому Общество православных педагогов поработало и разработало методические рекомендации по проведению этого празднества в школах, в семьях, если вы хотите, ну и, значит, в каких-то учреждениях дополнительного образования тоже, думаю, это реально. Поэтому мы сегодня с вами коснемся вот этих знаменательных дат тоже. Итак, по первому вопросу, итоги деятельности Республиканского методического объединения выступит заместитель председателя Республиканского методического объединения Казимирская Наталья Витальевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, итоги работы Республиканского методического объединения ОРГСЭ ОДКНР за период январь-декабрь 2021 года. За истекший период реализация предметных областей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в республике сложилась определенная система осуществления комплексного и непрерывно организационного методического сопровождения деятельности педагогов, реализующих данные учебные курсы. В муниципалитетах в системной работе по организационному методическому сопровождению возрастает роль лидеров, учителей, руководителей муниципальных методических объединений. Продолжает в муниципалитетах тенденция укрепления Института общественных методистов по линии управления образования, школа и школа управления образования, приходы Русской Православной Церкви. Нет, еще пока нет. Извините. Следует отметить системную работу ряда управления образования с епархиями Русской Православной Церкви Московского Патриарха. Налажено тесное взаимодействие работы управления образования города Сыктывкара с Сыктывкарской епархией, управление города Воркуты с Воркутинской епархией. Назначены священники, оказывающие системную методическую помощь в преподавании модуля «Основы православной культуры». Об этом свидетельствует наметившаяся тенденция высокого процента выбора родителями модуля «Основы православной культуры» в школах города Сыктывкара и города Воркуты. Выстроена система работы управления образования города Сыктывкара Сыктывкарской епархии. В текущем году по инициативе управления образования
города Сыктывкара была проведена комплексная работа по духовно-нравственному просвещению, объединенная в план мероприятий фестиваля «Ценностные ориентиры нашего времени». План включает в себя 31 пункт мероприятий, охватывающий все ступени общего образования, включая дополнительное образование. Тематика мероприятия охватывает как урочную, так и внеурочную деятельность образовательных организаций. Выделены учителя, имеющие опыт работы, которые выполняют роль общественных методистов. Общественные методисты являются опытными учителями как в предметной области комплексного учебного курса ОРКСЭ, так и в новой предметной области ОДКНР. С их участием систематически проводятся республиканские образовательные семинары по обмену опытом работы с участием священников, проходят курсы повышения квалификации учителей. Приоритетными в рамках методического сопровождения предметных областей через образовательные семинары на период деятельности Республиканского методического объединения являются вопросы. Это анализа отдельных методологических проблем комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОНДКНР. Это проблема выбора ценностей и идеалов для воспитания нравственных качеств личности, методика воспитания личности, качеств обучающихся. Пропедевтическая образовательная деятельность учителя, подготовка к восприятию ценностей религиозной культуры и условия для формирования ценностного смыслового ядра личности, а также преемственность предметной области ОРКСЭ и ОНДКНР. В решении проблем и поиска ответов на вопросы важно выделить и обобщить опыт работы педагогов муниципалитетов. Такую помощь оказали в решении этих вопросов федеральные эксперты. Это Ольга Леонидовна Янушкевиченя, доктор педагогических наук, кафедры общей социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета города Москвы. Это Александр Петрович Алексеев, советник генерального директора издательства «Русское слово», почетный работник общего образования Российской Федерации. Это Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного областного педагогического университета и Академии социального управления. Новикова Екатерина Александровна, преподаватель кафедры русского языка Калужского государственного университета. И Сурова Людмила Васильевна, писатель, член Союза писателей России, бакалавр богословия, педагог-методист. Институтом образования в рамках организационно-методического сопровождения за период с января по декабрь 2021 года с участием федеральных экспертов, опытных учителей были проведены 7 практико-ориентированных семинаров для учителей ОРКСЭ и ОНДКНР. Назовем некоторые из них. Это предметная область ОРКСЭ, проблемы и пути решения с участием федерального эксперта Розиной Ольги Владимировны, доцента Московского государственного областного педагогического университета и Академии социального управления. Иерея Владимира Ичеткина, руководителя отдела религиозного образования и катехизации Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви. Также можно выделить семинар «Преемственность предметной области ОРКСЭ и ОНДКНР. Знакомство с содержанием учебно-методического комплекса модуля «Основы православной культуры» с 4 по 7 класс» с участием Ольги Леонидовны Янушкевичене и Александра Петровича Алексеева. За текущий период проведены заседания Республиканского методического объединения ОРКСЭ и ОНДКНР по следующим вопросам. Это обсуждение и принятие плана деятельности РМО на 2021 год, итоги муниципального этапа Олимпиады по основам православной культуры, это участие учителей во всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания, работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискании премии за нравственный подвиг учителя в 2021 году. Методические пособия, рабочие тетради к учебным пособиям по предметной области ОРКСЭ и ОНДКНР. О подготовке к республиканским детским и юношеским образовательным стефановским чтениям. Подготовка к празднованию юбилейной даты 2022 года к 350-летию со дня рождения Петра I, секулярный мир и религиозность. А также об организации проведения регионального этапа 30-х международных рождественских образовательных чтений, посвященных теме к 350-летию со дня рождения Петра I, секулярный мир
и религиозность. Существенную роль в повышении качества работы учителей играют приходы Сыктывкарской и Воркутинской епархии Русской Православной Церкви. Сложилась вполне эффективная комплексная практика совместных мероприятий по реализации в образовательных организациях духовно-нравственного воспитания. Это экскурсии, праздники, выставки, конкурсы, ярмарки, фестивали. Ежегодно педагогическая общественность принимает участие в таких крупных республиканских мероприятиях при непосредственном участии Русской Православной Церкви. Это республиканский этап всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискании премии за нравственный подвиг учителя. Организаторы – Коми Республиканский институт развития образования. Это республиканские детско-юношеские образовательные стефановские чтения с участием Сыктывкарской и Воркутинской епархиями. Организаторы – Коми Республиканский институт развития образования. А также республиканский этап творческого международного конкурса «Красота Божьего мира», региональный этап 30-х международных рождественских образовательных чтений и Дни славянской письменности и культуры. Организаторы также Коми Республиканский институт развития образования, конференция, которая была посвящена празднованию столетия Республики Коми и 625-летию представления святителя Стефана Пермского. Также прошли научно-методические сопровождения деятельности учителей, ведущих ОРКСЭ и ОНДКНР, оказывалась методическая помощь учителям в обобщении педагогического опыта и размещении на портале «Открытое образование Республики Коми». В данный момент размещаются работы по итогам работы регионального этапа рождественских чтений. Готовится электронный сборник по результатам конференции. Консультации по вопросам реализации комплексных курсов ОРКСЭ и ОНДКНР ведутся по мере возникающих вопросов по подготовке к конкурсам и конференциям. Размещаются лучшие практики, методические материалы, полезные ссылки на портале «Открытое образование Республики Коми». И также ведется по мере выступлений и по мере выполнения плановых заданий. Ну, на этом моя речь закончена. Я от себя могу добавить, что ждем ваших предложений в планы совместной работы, совместной деятельности. Уважаемые коллеги, продолжаем с вами работу нашего заседания. И я хочу сказать о том, что мы сейчас формируем план работы на будущий учебный год, связанный вернее, текущий год, связанный с нашей деятельностью. И хотелось бы, конечно, чтобы были от вас предложения в этот план. И мы планируем проведение следующего заседания РМО, связанного с запуском конкурса за нравственный подвиг учителя в середине января. И вот если к середине января будет ваше предложение, то мы там можем еще и утвердить план работы нашего РМО на текущий 2022 учебный год. Итак, уважаемые коллеги, ежегодный конкурс за нравственный подвиг учителя у нас в этом году состоялся, и в июне этого года были, не в июне, а в апреле, в конце апреля были подведены итоги, а в ноябре были вручены награды победителям нашего конкурса. Ну, как вы знаете, итоги этого конкурса у нас подводятся таким образом. Выделяется 5 победителей. Из 5 победителей, эти 5 победителей определяются из 4 направлений, по которым проходит конкурс. И из 5 победителей выделяется один из лучших победителей, который получает диплом Гран-при. Остальные получают дипломы победителя. Вот такое уточнение, оно появилось у нас, вот уже 2-й год действует. То есть если раньше у нас выявлялся один победитель, то теперь у нас есть вот такая дополнительная форма поощрения. 5 победителей, но один из них является
награжден дипломом Гран-при. Ну, кроме того, я хочу сказать, что в этом году у нас одна из номинаций была очень так слабенько представлена, и победителей у нас было выделено 4. Это номинация, связанная с... Могу вспомнить. Последняя, 4-я, 5-я номинация, связанная с издательской деятельностью. Вот, вспомнили, издательской деятельностью. Там, конечно же, победителей было не из кого выбирать, поэтому у нас получилось всего 4 победителя. Первый диплом Гран-при получила Черных Нина Николаевна. Она уже представила свой опыт еще в июне месяце этого года. Сейчас мы, да, вторую презентацию, второе место по рангу получила коллектив, авторский коллектив Фредина Юлия Анатольевна, заведующая, Фролова Елена Степановна, старший воспитатель, Феденчук Елена Викторовна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, детский сад номер 38. И они свой опыт представили на семинаре. У нас был семинар в рамках рождественского регионального этапа рождественских чтений в конце ноября. Таким образом, мы продолжаем представлять лучшие работы. И сегодня мы предоставляем слово презентации своей работы Осипову Надежду Егоровну, заместителя директора муниципального автономного образовательного учреждения школы номер 33 города Сыктывкара. Но также она является учителем ОРКС, модуля основ православной культуры, уже на протяжении многих лет. Пожалуйста, Надежда Егоровна. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего заседания. Добрый день, уважаемые слушатели, зрители, телезрители, которые сегодня присутствуют, наверное, я надеюсь, во многих школах или образовательных учреждениях. Прежде чем начать рассказывать о своей методической разработке, я бы хотела выразить слова благодарности Тамаре Александровне Ичеткиной. Вот говорят, вечный двигатель, есть он или нет? Есть вечный двигатель, это Тамара Александровна, которая постоянно находится в поиске, которая постоянно что-то организует, разрабатывает, помогает, осуществляет различные мероприятия, все во благо духовно-нравственного воспитания наших с вами детей. Поэтому огромная благодарность ей за то, что она поддержала меня, подсказала мне, подтолкнула меня к участию в этом мероприятии. И я считаю, что большая часть моего успеха – это благодаря Тамаре Александровне. Спасибо большое. Итак, методическая разработка по организации работы с учащимися над реализацией творческого проекта «Календарь 12 праздников». Успех любого мероприятия зависит от того, насколько заинтересован человек в этом мероприятии. Учитель, ученик, родитель. Вот если их заинтересовать, тогда мероприятие будет иметь успех. Тогда получится то, что и дети, и родители, и учитель, все будут довольны. Очень модное слово сейчас, которое мы слышим очень часто, это мотивация. Мотивация – это заинтересованность. И даже наш президент Путин Владимир Владимирович очень четко дал формулировку, для чего же нужна мотивация, что это такое. Он сказал, обязательное условие успеха в процессе образования – мотивация. Если интерес есть к предмету, который человек изучает, причем в любом возрасте на самом деле, то может быть почти наверняка уверенным в том, что результат будет достигнут. И вот это, наверное, мотивация, которая удалась мне, может быть, заинтересовать мне удалось детей в своем проекте и помогла мне осуществить и достигнуть этого результата. Одной из действенных форм организации работы с детьми на уроках ОРКС является проектно-исследовательская деятельность. Осуществляя исследования и проекты, ученики имеют возможность быть не слушателями и созерцателями представленной им информации, а непосредственными участниками получения и обработки знаний.
В этом случае велика вероятность того, что добытые знания превратятся в убеждения. В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество, сегодня не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте и милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Первоочередная задача для нас, педагогов, воспитывать это в детях. В этом нам могут помочь православные праздники. Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует личность, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений ребенка с миром, на его этическое и эстетическое развитие, патриотическую и семейную ориентацию, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. Удивительное и загадочное явление русской народной культуры – это православные праздники. Если говорят, что в празднике скрыта душа народа, то именно в праздничные дни она раскрывается наиболее полно. И предлагая детям ознакомиться с церковными праздниками, мы имеем возможность привлечь их к истокам православной культуры и восстановлению традиций русского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции семейного воспитания. А где же ребенок может узнать о праздниках? Как праздники чередуются, какой праздник идет один за другим, где можно найти информацию о празднике. И не нужно далеко ходить, это календарь. Вот это и послужило главной мотивацией для моих детей, учащихся 4 класса. Календарь есть в каждом доме. Очень часто взрослые покупают православные календари, но не объясняют детям ценность этой вещи. А порой сами не знают всей важности информации, которую содержит календарь для духовного развития их детей. Остается только выяснить с детьми, какой же календарь наиболее ценный и полезный, где можно найти ответы на вопросы. Почему люди из года в год, из века в век в определенные дни, например, в Рождество, ходят от дома к дому и поют колядки, песни с пожеланиями благополучия и богатого урожая? Почему на Троицу воздают почести березки, украшают ее цветными ленточками? Почему именно веточка вербы появляется в доме весной? И вот с этого у нас работа над проектом и началась. В основе моей методической разработки по организации работы с учащимися лежит активная познавательная деятельность учащихся, способствующая развитию коммуникативных компетенций, исследовательских и творческих способностей, умения ориентироваться в информационном пространстве. Участниками проекта явились учащиеся 4 класса, классный руководитель, родители, законные представители учащихся, ну и я, учитель основ православной культуры. Вид проекта исследовательский прежде всего. Было решение творческой исследовательской проблемы, отличие православного календаря от светского. Практикоориентированный. Мы получили конкретный результат – православный календарь 12 праздников. Информационный. Был нацелен на сбор и анализ информации о календарях вообще и о православных в том числе. Целями и задачами проекта явилось создание условий для духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста, привлечение родителей к творческому взаимодействию с детьми, формирование представлений детей о православных праздниках и традициях русского народа. Проект был разработан на 2 урока, основных 2 урока. На первом этапе было исследование. Ребята были разделены на несколько групп, и нужно было прежде всего выяснить, что же такое календарь. Все мы обратились к толковому словарю русского языка Ожегова, в котором хорошо и четко прописано это. Следующее. Ребятам были представлены календари, различные, светские и православные. И задача состояла в том, чтобы найти отличия и сходства православного календаря от светского календаря. Виды календарей, которые были представлены ребятами и родителями, были в большом количестве. И работа была организована по сравнению календаря православного и светского. Вот несколько кадриков этих календарей. Угу. Так,
Что-то пропустила-то, по-моему. Ага. Ну вот, например, мы даже можем посмотреть на отрывной календарь, который есть в домах у нас частенько встречается. Это следующий? Ага. 2 календаря. Вот даже если зрительно мы с вами посмотрим, то вы здесь, наверное, увидите отличие. Какое огромное отличие. Если в православном календаре каждый день знаменуется чем-то, да, событием важным, то в простом календаре мы этого, конечно же, не видим. И вот, например, 19 января открыт календарь. Здесь у нас, значит, в простом мирском календаре сладкий перец с зеленью петрушки, а в православном календаре святое Богоявление, крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Согласитесь, что информация совершенно разная. Вот. И таким образом учащиеся сравнивали и заполняли таблицы, в которых они обозначали отличия этих календарей. Так, второй урок, православный календарь, по теме был посвящен 2 праздникам, где мы уже разбирали конкретно, что же такое 2 праздники. И целью была подготовка условий для реализации самого проекта и создания нашего календаря. Поэтому здесь была дана ребятам информация, что такое 2 праздники. Реализация данного проекта была в конце учебного года уже, в конце учебного года. И это было очень даже хорошо, потому что к тому времени ребята уже познакомились с некоторыми моментами жизни Богородицы, Иисуса Христа, и были уже знакомы с этими названиями праздников, поэтому вот здесь на слайдах я несколько моментов уже показываю. Вот, и знакомство у них уже было с этими. И не все 12 праздники были для них уже новыми. Они уже кое-что знали. Вот, нельзя не показать такие замечательные праздники. Вывод по итогам этих праздников мы сделали такой, что в церковном календаре сохраняется главное, что необходимо знать и помнить людям. Посещая храмы и участвуя в церковных богослужениях, верующие каждый год как бы заново переживают наиболее значительные события человеческой истории, участвуют в этих событиях всей душой, молитвой. Следующий этап, второй этап, это был уже практический этап. Здесь было дано задание выбрать один из праздников, который больше всего понравился ребятам, каждый выбирал свое. И совместно с родителями была проведена работа. Была нарисована страничка календаря 12 праздников, но были выдвинуты определенные критерии. Была обозначена дата, можно было нарисовать или подобрать картину, ну и написать немножко об этом празднике. Это был практический этап, который происходил, реализация которого происходила дома. Очень интересный был этап. Третий этап – аналитический. То есть уже со всем классом, со всей группой мы делали отбор страниц для календаря, учитывая требования. Были ли выполнены требования, была ли работа выполнена аккуратно, красиво, достойна ли она войти в этот календарь. Распечатку календаря, конечно же, помогали сделать родители, презентацию, готовый продукт помогали сделать родители. Вот, я вам представляю несколько страниц данного календаря, который мы оформили, еще используя фотографии, которые были сделаны на уроках православной культуры. Мы каждый год ходим в храм, стараемся ходить на Пасху, потому что тогда возможно, значит, звонить в колокола. Вот, и это ребятам очень нравится, привлекает их. И вот здесь эта фотография. Вот страничка, которая сделана учащимся 4 класса. Согласитесь, что сделана от души, как умеет ребенок делать. Здесь не нужно было какие-то художественные свои показывать знания или умения. Вот, сделаны просто. Да, картины, которые здесь использованы, это тоже нарисовали дети. Было им дано задание: ребята, нарисуйте по темам, которые мы проходили. Вот, и эти картиночки тоже этого класса. Вот здесь интересно сделано. Вот такие странички. Сделано черно-белым черным фломастером. И тоже, согласитесь, несет в себе столько доброты и интереса у ребенка. Очень красиво. Странички подписаны. Я им сказала, что обязательно подпишите, чтобы было видно, что это ваша страничка.
Вот девочка сделала страничку и нарисовала картину тоже она сама. Вот такие странички. Вот. Ну, в конце календарь мы также оформили кроссвордом, потому что это веяние времени. Все мы с вами любим решать кроссворды. Календарь, как говорится, нужен еще и для того, чтобы что-то интересное и поделать, пописать, порешать. Поэтому мы здесь поместили кроссворд, который решали на уроках православной культуры. Здесь тоже все понятия, связанные с нашим предметом. Ну и вот наш итог, который получился. Это православный календарь 12 праздников, 2021 год. Проект выполнен учащимися и родителями 4 класса, школа 33, Сыктывкар, 21 год. Вот такие странички у нас получились красивые, ламинированные. Родители помогли нам это сделать, скрепленные. И календарь получился очень даже хорошим. Все дети хотели его с собой забрать. Так, ожидаемый результат достигнут. Создание православного календаря 12 праздников состоялось. Повышение осведомленности школьников о православных традициях русского народа, повышение уровня удовлетворенности детей и родителей качеством организации работы по духовно-нравственному воспитанию в учреждении образования, расширение пространства живого и неформального общения между детьми и взрослыми. Литература, которая была использована. Ну вот, спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, работы, которые сейчас здесь будут презентоваться, они все у нас будут выложены на образовательном портале Республики Коми. Два раздела. Первый раздел – это лучшие практики по духовно-нравственному воспитанию. Как раз там раздел есть итоги работы конкурса за нравственный подвиг учителя. Вот в этом разделе будут представлены работы, которые посвящены конкурсу. И еще такой есть раздел – портал «Педагоги», Республиканские общественно-методические объединения педагогов. Вот там в разделе нашего РМО, Республиканского учительского объединения, будут размещены работы. И также Коми регионального православного общества имени Стефана Пермского. Я вижу, что у нас много педагогов, зарегистрированных с северных территорий нашей Республики Коми. Я очень рада, приветствую вас всех. И еще раз напоминаю о том, что мы формируем до середины января план нашей совместной работы. И если есть предложения, то, пожалуйста, пишите по нашему адресу. Я представляю Центр на сегодняшний день воспитания, социализации личности, дополнительного поддержки молодежных и детских инициатив и дополнительного образования. Адрес центра cvdkodnv.kriro.ru. Таким образом, мы с вами движемся дальше. И я предоставляю слово. Да, и хочу сказать, что у нас прошли совсем недавно, около месяца назад, 24-29 ноября, региональный этап международных рождественских чтений. По итогам этого этапа, в рамках этого этапа у нас проходили самые различные мероприятия. Это и конференция, это и образовательные семинары. А вообще в рамках нашего регионального этапа функционировало 11 направлений. И были задействованы, в общем-то, все, так скажем, крупные министерства, которые занимаются не только образовательной деятельностью, воспитательной культурой, но и даже вот такие, как УФСИН и некоторые другие. Таким образом, в рамках регионального этапа у нас
проходила конференция по духовно-нравственному воспитанию, патриотическому воспитанию. Сейчас мы формируем сборник тех наших учителей, которые выступали на этой конференции. И тоже будет лучший опыт представлен в этом сборнике. Он в электронном варианте будет размещен. А сейчас я хочу сказать о том, что мы еще в рамках нашего регионального этапа провели 2 образовательных семинара. Вот один из них был посвящен социокультурные истоки, которые у нас реализуются в системе дошкольного образования. И там был представлен опыт одного из победителей конкурса «Здравствуй, подвиг учителя». Ну и у нас очень активно всегда работает такая общественная организация, как Коми-региональное православное общественное движение имени Стефана Пермского, которое возглавляет протоиерей Владимир Дунайчик, а заместителем председателя этого сообщества является Мищенко Нина Михайловна. Все вы прекрасно знаете ее, помните ее. Это наш такой магикан в области духовно-нравственного воспитания. И продолжателем этого направления являются у нас многие педагоги. Но вот хотелось бы сейчас как раз презентовать опыт работы Юровой Светланы Валерьевны, заместителя директора Республиканского центра образования Республики Коми, по теме «Методическое сопровождение работы с учащимися по наследию личности императора Петра I». Опыт был продемонстрирован на семинаре регионального этапа международных рождественских чтений. И сейчас мы представим его с целью, чтобы весь последующий год, который у нас наступает, 2022 год, мы могли бы посвятить воспитанию наших учащихся вот на личности, на результатах, что ли, деятельности личности Петра I. И об этом нам сегодня расскажет Светлана Валерьевна. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Очень приятно присутствовать на Республиканском методическом объединении, всех приветствовать и поделиться некоторыми своими размышлениями, к которым я пришла благодаря приглашению к участию в рождественских чтениях, которые проходили у нас в республике. С темой Петра I, изучения этой темы в школе я знакома давно. Около 20 лет я работаю учителем истории, как в школах города, так и сейчас в Республиканском центре образования, непосредственно в структурном подразделении Центра дистанционного обучения. И в школах, получается, Республики Коми. Но кроме того, я выполняю обязанности, служу в воскресной школе Свято-Преображенского храма. И необходимо было связать эту тему Петра I и работу воскресной школы. Как эту фигуру представить на занятиях воскресной школы? Что мы можем взять, на что посмотреть? Потому что фигура Петра I, конечно же, противоречивая, и очень часто возникает дискуссия, как же говорить о нем, о том человеке, который, казалось бы, менял что-то в церкви, и причем менял неоднозначно. Но, однако, мои размышления и проработка темы привели меня к следующим выводам, с которыми я хочу с вами сегодня поделиться. Прежде всего, фигура Петра I, конечно же, достойна нашего внимания. Тем более, что в 2018 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о подготовке празднования к 350-летию со дня рождения этой великой исторической фигуры, которую мы будем отмечать в 2022 году. И на самом деле мероприятия уже начались. Но непосредственно на занятиях воскресной школы, непосредственно на занятиях, на уроках и основ религиозной культуры, и основ духовно-нравственной культуры народов России. Хорошо, спасибо. Что же мы можем увидеть актуального именно в этих предметах
то, что касается деятельности Петра I. Мы все-таки обращаем с вами и говорим о том на этих уроках, что Россия – наша Родина. Говорим о защите Отечества, говорим о любви и уважении к Отечеству. Согласитесь, все эти содержательные единицы через образ Петра I мы можем с вами показать. На курсе «Основ духовно-нравственной культуры народов России» тоже мы с вами можем увидеть и назначение формировать гражданскую идентичность. Через образ Петра I это тоже замечательно получится. Ну и, конечно же, содержание, тематическое планирование этого курса может быть через фигуру Петра I дано на наших уроках. Жизнь ратными подвигами полна, люди труда. Потому что не забываем, Петр I это все-таки ремесленник на троне, и на самом деле он человек труда. И говоря об этой теме, мы можем с вами воспользоваться многочисленными методическими рекомендациями, которые разработаны были специально к празднованию в 2022 году юбилея Петра I. Это достаточно хорошие рекомендации, и если мы с вами обратимся к интернету и, в общем-то, даже напишем методические рекомендации Петр I, то найдем очень много достойных ссылок. Я думаю, вы все сможете воспользоваться именно поисковыми системами. Конечно, какие-то из ссылок я привожу в своей презентации, но согласитесь, в общем-то, эти адреса, конечно же, очень сложно копировать и каким-то образом передавать. Но это можно нам с вами все это найти. Но, конечно же, не только уроки. Тематические уроки по нашим предметам могут образ Петра раскрыть. Уроки истории, уроки литературы, уроки обществознания. Но это могут быть интегрированные уроки. И, конечно же, это могут быть внеурочные занятия, внеклассные мероприятия, которые, я думаю, мы с вами в течение 2022 года будем проводить. Это экскурсии, это и викторины, это и тематические декады, это постановки, это конференции, это различные конкурсы, как непосредственно каких-то творческих работ о Петре I, стихов, поделок, рисунок, которые посвящены каким-то событиям или каким-то памятным знакам эпохи Петра I. Это, конечно, могут быть и дебаты по дискуссионным вопросам, ну и, кроме того, различные конференции, которые тоже посвящены деятельности Петра I. И, конечно же, вот рождественские чтения наши, они дали такой серьезный толчок. И именно на рождественских чтениях тоже были представлены интересные очень работы, в том числе и детские, где они образ Петра представляли во всем его многообразии. Однако очень часто нам сложно образ Петра и тему раскрытия Петра I вклинить в систему уроков, которые, казалось бы, не относятся к Петру I. Тогда, конечно же, важно знакомство с материалом непосредственно. И здесь очень часто мы можем с вами обратиться к приемам различных технологий, которые мы используем и на других наших уроках. Например, я на своем занятии, которое представляла в рождественских чтениях, воспользовалась приемом технологии развития критического мышления, когда ребятам воскресной школы были представлены различные утверждения, и они должны были оценить их верность или неверность на свой опыт, только базируясь. И уже потом внутри урока шло подтверждение или, наоборот, опровержение их предположений. И в конце урока уже можно было как раз какую-то рефлексию провести и получить какой-то образ Петра I. Таким образом, фигура Петра может быть представлена на наших занятиях, как урочных, так и внеурочных, через рассмотрение различных литературных произведений, через работу с историческими источниками, через работу с документальными источниками, которые посвящены эпохе Петра I и которые его отражают. Мы можем использовать различные художественные фильмы для того, чтобы воссоздать образ Петра I, потому что все-таки постановщики пытаются более-менее к исторической действительности приблизиться, и, может быть, нашим детям будет легче вот этот образ, увидев его в движении, для себя тоже представить. Но, конечно, это и исторические документальные фильмы, к которым мы можем обращаться. Но давайте обратим внимание, на какие все-таки содержательные единицы стоит обратить внимание на уроках непосредственно
нашего цикла. И прежде всего здесь мы должны с вами видеть, что царь – это одновременно и покровитель, и руководитель, и защитник. Что царь – это помазанник, это лицо Господа Иисуса Христа. А помазанник есть орудие воли Божией. И эта воля всегда, не всегда угодна людям, но всегда полезна. И если мы будем исходить из этой позиции, то как раз мы увидим Петра в том образе, который отражает неослабное чувство, долга и вечно напряженную мысль об общем благе Отечества, в служении которому и состоял этот долг. Я думаю, большинство из нас все-таки согласится, что Петр на 99% этот долг как раз пытался отдать. И как защитник он нашу страну выдвинул до уровня империи, увеличил территории, выиграл войны и, конечно же, стремился на благо страны сделать нашу страну сильной и крепкой. Этому способствовало и создание флота, регулярной армии, русской гвардии, за что тоже определенная благодарность как защитнику и руководителю Петру Великому. И, конечно, на наших уроках мы это можем с вами представить. Для этого он руководил строительством, в котором сам участвовал как ремесленник на троне, как я уже говорила, и как вы, думаю, знаете. Создавались верфи в Архангельске, Воронеже, создавался флот Балтийский, Азовский, Невский. И мы не можем пройти через это, не упоминая эти события. Ну и, конечно же, создание нашей промышленности в различных ее аспектах. Здесь представлен небольшой только список тех производств, тех заводов, тех построек, которые были сделаны в годы правления Петра Великого. И, в общем-то, в каждом регионе мы можем с вами эти постройки найти, которые относятся к началу XVIII века и которые были построены по особому распоряжению Петра Великого. Ну и, конечно же, он не только сам был покровителем, но и искал покровительство святых и Бога. Он прекрасно сдал службу, он участвовал в богослужении не только в детском возрасте, но и становился и пел определенные моменты службы, когда уже был достаточно взрослым. И обратите внимание на названия кораблей, которые мы тоже можем с вами использовать в проработке этой темы. Святая Екатерина, святой Петр и Павел, святое пророчество и так далее. Кроме того, святое покровительство, к которому он стремился, выражено и в той политике, которую он провел относительно наград в Российской империи. Ведь первый орден, который у нас появляется, это орден Андрея Первозванного. Следом за ним орден святой Екатерины и орден Александра Невского, который появился уже после смерти Петра I, но однако указ о его появлении был подписан непосредственно самим Петром I. И, конечно же, жажда небесного покровительства, она выражалась в том, что на самом деле продолжалось строительство церквей. Непосредственно при самом руководстве Петра I были построены храмы и в Санкт-Петербурге, Петропавловский собор. Но, однако, конечно, мы видим и знаем, что создавался он сначала деревянный, и потом уже появляется каменный собор, Исаакиевский собор, потому что это был его покровитель. В день рождения Петра I как раз отмечается день памяти этого святого. Конечно, Исаакиевский собор для нас сейчас это уже другое здание, каменное здание, которое появилось чуть дальше того места, где первоначально был собор построен. Ну и, конечно же, это Александра Невская лавра. И Александр Невский, который становится святым покровителем не только Санкт-Петербурга, но и всей страны. И это тоже немаловажно. Но кроме того, храмовое строительство продолжалось и осуществлялось в других городах. И шла реконструкция храмовых построек. И, например, непосредственно сами семья Петра направили деньги на коренную реконструкцию Высокопетровского монастыря. И эти факты, мимо которых мы, конечно же, не должны с вами проходить. И кроме того, духовное просвещение. Все-таки создание школ и в том числе духовных училищ
дало основание для создания всей системы образования в нашей стране. И, конечно же, миссионерская деятельность, потому что именно государство давало, финансировало деятельность миссии в разных местах, как в самой Российской империи, так и уже на границах Российской империи, в том числе до Китая дошли наши миссионеры во время правления Петра Великого. Ну и, конечно же, деятельность Петра I мы можем рассматривать через деятельность святых. С некоторыми он был лично знаком и очень уважал. Например, Митрофан Воронежский, в захоронении которого он сам участвовал и нес гроб Митрофана некоторое время сам. И приехал специально в Воронеж, чтобы участвовать в этой похоронной профессии, чтобы выразить дань уважения к этому человеку, который был причислен к лику святых нашей православной церковью. И, конечно же, наши уроки могут пройти через слова, сказанные самим Петром о нашей стране, о церкви, о вере в Бога. И те слова, которые говорились о Петре Великом его современниками и теми людьми, которые потом его деятельность анализировали, систематизировали, изучали и так далее. И немаловажно то, что сам Петр I прилагал руку в том числе к водружению крестов. Посмотрите, пожалуйста, мы видим с вами сейчас крест, сооруженный царем Петром Великим по случаю спасения во время бури на Белом море. И, в общем-то, конечно же, его деятельность, она заслуживает нашего внимательного изучения. И я хотела бы свое выступление закончить словами Василия Осиповича Ключевского, нашего известного русского историка. Самовластие само по себе противно, как политический принцип, но можно мириться с лицом, в котором эта противоестественная сила соединяется с самопожертвованием, когда самовластец, не жалея себя, идет напролом во имя общего блага, рискуя разбиться о неодолимые препятствия и даже собственное дело. Так мирятся с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева. Спасибо большое за внимание. И, надеюсь, все-таки фигура Петра Великого, она станет центральной фигурой нашей образовательной деятельности в 2022 году. С наступающим Новым годом! Спасибо нашим выступающим. Были очень такие интересные, содержательные выступления. Я думаю, Светлана Валерьевна подготовит свои разработки, которые уже сейчас представила, и еще дополнит на конкурс за нравственный подвиг учителя, посвященный личности Петра I. Это будет, я думаю, отличная работа, Светлана Валерьевна. Итак, мы с вами продолжаем знакомство с теми рекомендациями, которые представляют наши такие вот творческие, я бы сказала, особенно относящиеся вот к теме Петра I, такой сложной теме, да, но вот Светлана Валерьевна нашла такие подходы, такие акценты, которые действительно заинтересовали, я думаю, учащихся не только воскресной школы, но и заинтересуют учащихся общего образования. И такие мероприятия, дорогие коллеги, наверное, вы с удовольствием можете провести в своих школах. Но приближается у нас Рождество Христово, и, значит, Нина Михайловна Мищенко, и мы с вами хотели бы, наверное, привести его также содержательно и также интересно. Презентацию открываем. Презентацию первую. Традиция официального празднования Рождества Христова, следующий слайд, значит, на уровне государственном, была возрождена еще в 1991 году. В декабре 1990 года Верховный Совет
Российской Федерации принял постановление, объявляющее православный праздник Рождества Христова нерабочим днем. И уже 7 января 1991 года мы с вами праздновали этот праздник как государственный праздник. И это, конечно, очень важно. Правовая основа праздничных мероприятий Рождества в образовательных организациях имеет свою основу в Конституции, статье 14, пункт 6 Федерального закона об образовании российской государственной политики, где говорится о том, что возможность привлечения в образование и воспитание соответствующих централизованных религиозных организаций. Часть 1 статьи 12 Федерального закона об образовании также говорит о том, что содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, духовно-нравственным и социокультурным ценностям. И, наконец, статья 4 Федерального закона о свободе и совести о религиозных объединениях также говорит о том, что религиозные объединения должны способствовать, должны включаться в воспитание подрастающего поколения. И, конечно же, мы с вами работали уже долгое время с концепцией духовно-нравственного развития воспитания личности гражданина России, еще вышедшей в 2013 году. Сейчас новый федеральный стандарт образования тоже обращает внимание на важность участия традиционных конфессий в воспитательном процессе. И, конечно же, вот все это и предполагает то, что мы должны пользоваться этим праздником воспитания наших детей. Конечно же, сам праздник Рождества Христова – это очень красивый праздник. Если говорить об отличиях празднования двунадесятых праздников католиками и другими деноминациями европейской части Европы, то, конечно же, там вот таким главным праздником является Рождество Христово. Но Россия и православная культура, она же все-таки выделяет главным праздником – это Воскресение Христово, Пасху, так как основная идея этого праздника – это воскресение души, очищение души, поэтому очень как раз важным является для православной культуры это празднование Пасхи. Но Рождество Христово – это очень такой красивый, детский, я бы сказала, таинственный праздник, ведь рождается сам Бог. И вот вы видите картинку этого праздника. Да, и самое главное, я уже вам говорила, что эти рекомендации подготовила Нина Михайловна Мищенко. Она провела огромнейшую работу, потому что в ее презентации, которую я сейчас демонстрирую, к сожалению, она не смогла сама принять участие в этой демонстрации, проведена такая вот подборка, систематизирована литература, которую можно использовать в мероприятиях, которые вы будете организовывать для своих учащихся. Методические рекомендации по организации детских рождественских мероприятий. Здесь же также Нина Михайловна подготовила и сценарии. И вот здесь вот как раз она обращает внимание на то, что разные традиции есть, разные религиозные и народные традиции празднования этого праздника. И все это, когда будет демонстрироваться та или иная культура, нужно иметь, конечно, в виду и на это обращать внимание. Также мы видим, что недопустимо в этих праздниках такие, я бы сказала, языческие проявления. Вот эти указанные действия причиняют вред духовному и физическому здоровью людей и могут стать угрозой для жизни и противоправным деянием, и они могут испортить праздничное настроение другим людям. То есть вот здесь, конечно же, это такие проявления, которые могут как-то даже повредить духовному здоровью наших детей. Подготовка мероприятий с детьми в совместной деятельности по ознакомлению с событиями Рождества. Это тоже очень важно. И такие мероприятия здесь вот перечислены и тоже имеются
значит, предложенных методических рекомендаций Инны Михайловны. Но вы знаете, что сам праздник Рождества Христова у нас в Республике Коми празднуется уже 2003 года. Это и мероприятия системы дошкольного образования, и мероприятия системы общего образования. Но, конечно, такие вот массовые мероприятия, опыт работы именно дошкольных учреждений в таком на передовом как бы месте. И вот здесь вот как раз демонстрация такого праздника, фестиваля православной культуры «Свет Рождественской звезды». Он продолжается до сих пор. Сейчас у нас в условиях локдауна проводятся эти мероприятия в онлайн-режиме. И все, вся продукция, так скажем, этих мероприятий, она вся выставляется в интернете. И, в общем-то, красочность и содержательность мероприятия не потеряна. Естественно, что только нет вот такого, очного, что ли, участия. Всегда в этих мероприятиях принимает участие Русская Православная Церковь, Сыктывкарская, Воркутинская епархии. Здесь вот, опять же, такая рекомендация, когда мы используем атрибуты этого праздника, мы должны, конечно, иметь в виду, что Вифлеемская звезда – это шестиконечная, а не пятиконечная. И вот, может быть, и больше концов, но не пятиконечная. Это нужно иметь в виду. Рождественские сценки, сценарии, я уже сказала, что они подготовлены тоже Ниной Михайловной. Старшим воспитателем детского садика 107 города Сыктывкара Надежда Николаевна Губенко тоже, она принимает очень активное участие. Она является, собственно говоря, таким координатором, организатором мероприятий, которые проводятся с системой образовательных организаций дошкольного образования. Центральное место в празднике, конечно же, события в Вифлееме, в городе Вифлееме Иудейском, 2022 года тому назад. Вот здесь вот мы видим такие красочные картины, которые свидетельствуют об этом празднике. Но я не буду на этом останавливаться, это всем известно. Соблюдаем национальную традицию, тоже очень важно, отмечает Нина Михайловна, потому что вот вы видите с правой части картины, вот такой уже образ Деда Мороза у нас в Европе, Санта-Клаус. Вот. И какой образ у нас в России, слава богу, он еще не потерян. И мы, конечно же, приветствуем именно образ наших таких главных, тоже одних из главных героев этого праздника, Деда Мороза и Снегурочки. Ну и мы обращаем внимание на то, что в системе дошкольного образования должно быть тоже сформировано правильное такое представление о празднике Рождества и об отличии от Нового года через такие, пропорциональное соотношение зимней и рождественной тематики. В центре главное событие праздника – это Рождество Христа. Оно подчеркивается заставкой задника сцены, баннером, наличием вертепа с младенцем, Божьей Матерью, Иосифом и животными, раскрывается через инсценировки. Праздник – это часть православной культуры. В нем не должно быть чуждых элементов массовой культуры или других культур. На праздник Рождества возможны элементы народной культуры, цветочные колядки, где звучат прославление Христа и самой жизни близких людей, пожелания здравствовать. Не рекомендуется информация о традициях празднования Рождества у других народов детям дошкольного возраста. Необходимо усвоить им сначала свою национальную культуру. И культурным традициям других народов лучше уделять внимание на отдельном занятии. Это совершенно верно, что отмечает Нина Михайловна. В связи с ненадежностью интернет-источников приветствуем консультации специалистов в области православной культуры и работников епархиального управления местных епархий и священников. Ну вот Нина Михайловна говорит о том, что у нас есть ряд сценариев, которые можно использовать. Значит, есть сайт Православное педагогическое общество Республики Коми имени святителя Стефана Перского, вернее, не слайд, а страничка. Вот. И у нас на портале есть тоже место этой странички. Духовно-нравственное воспитание. В разделе «Духовно-нравственное воспитание» я уже говорила о том, что у нас есть
в разделе «Лучшие педагогические практики». И также вот портал педагогии, портал «Открытое образование» в разделе «Педагогам», там есть тоже направление духовно-нравственного воспитания. Вот оттуда мы можем найти эти методические рекомендации. Сценарии к Рождеству, они напечатаны в ряде методических пособий, которые издавались в разные годы. Вот вы видите эти здесь пособия. И этим тоже можно воспользоваться. Подборка стихов и рассказов русских поэтов-писателей. Вот здесь размещены портреты тех писателей, содержаниями, творениями которых мы воспользовались, можем воспользоваться. Жанр святочного рассказа – это один из самых популярных в мировой литературе. Ну, конечно, на первом месте стоит Иван Шмелев со своим рассказом «Рождество». Ну и таких вот достойных святочных рассказов очень много. Здесь они все перечислены, их можно найти в интернете. Тут тоже есть рекомендация книг, книжные полки, тоже можно этим воспользоваться. И на каникулах почему бы не почитать с семейным таким чтением, готовясь к Рождеству Христову после Нового года. Это было бы очень, конечно, интересно. Ну и сама по себе рождественская елка и рождественские колядки – это тоже как такой атрибут празднования Рождества Христова. Таким образом, я познакомила вас с содержанием, которое предлагает православное общество в лице Нины Михайловны Мищенко. И хотела бы сказать еще вот о чем. Буквально недавно, вот на неделе, пришла информация, что сайт издательства «Русского слова» приглашает на серию семинаров. И вот завтра, 24 декабря, в 14:00, будет проведен вебинар Ольгой Леонидовной Янушкевичине, посвященный как раз теме рождественские сюжеты в курсе основной православной культуры. Так он и называется этот семинар «Рождественские сюжеты в курсе основ православной культуры». Я предлагаю выйти на сайт издательства «Русского слова», найти раздел «Вебинары», и там как раз дается, ну, такая, анонсируется этот вебинар и дается ссылка. Праздник Рождества Иисуса Христа – один из величайших христианских праздников. Западные христиане даже считают его самым великим праздником, хотя православные христиане праздником признают Пасху. Тем не менее, и Рождество является важнейшим праздником для каждого православного человека. Поэтому естественно, что на уроках православной культуры этому празднику уделяется большое внимание. Интересно, конечно, традиции празднования Рождества, но особое значение имеет духовный смысл этого праздника, а также сопровождающие рождение Христа события. Духовные смыслы рождественских событий несут в себе и произведения, в которых упоминается этот праздник, и которые могут быть использованы на уроках православной культуры. Вот об этом будет говорить Ольга Леонидовна на вебинаре, и я предлагаю вам послушать этот вебинар. Таким образом, я еще раз напоминаю вам о том, что мы готовим сейчас план наших мероприятий Республиканского методического объединения, и я прошу вас свои предложения представить на адрес cvdk.dnv.kriro.ru. И предлагаю вам поучаствовать также в установочном вебинаре, который пройдет у нас в середине января, по запуску конкурса «За нравственный подвиг учителя». Я надеюсь, что в этом году тоже будут представлены достойные работы на этом конкурсе, и предлагаю вам быть активными. На этом мы закончили заседание Республиканского методического объединения. Желаю вам, дорогие учителя, встретить светлые праздники радостно, чтобы ваше сердце наполнилось духовной благодатью, и вы творили бы с нашими детьми творческие вот такие хорошие уроки и занимались, ну, настоящим таким духовным воспитанием. Спасибо.